Я аюхалладина амину. Когда ты разговариваешь со своими родителями, о мой брат, очнись и одумайся, кто она. Разве не о ней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что она идет по значимости после таухида, после посланника Аллаха. А разве Аллах азза ва джаль не сказал в Коране: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Аллах приказывает поклоняться только Ему и относиться наилучшим обращением к родителям. Но, как говорят сегодня, наши братья стали собаками для своих матерей и наоборот, очень нежными к своим женам. Хотя у жен есть свои места, а у матери есть свое место. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-либо из живущих на земле мог бы поклониться кому-либо, это была бы жена своему мужу. У нее такое место, брат. У нее такое место. Родитель, брат. Это тот, когда ты принижаешься перед ним, то ты возвышаешься перед людьми. Близость с ними – это приближение к Аллаху. А отделение от них – это гнев Его. И мы должны знать, что каждый дом, в котором есть родители, он наполнен милостью. Он полон милостью Аллаха азза ва джаль. Родители, брат, это те, кто тратил на тебя такого сегодня важного человека, который не может улыбнуться своей матери. На важного такого они потратили всю свою жизнь. Мать отдала всю свою молодость, все свои ночи, чтобы воспитать тебя, неблагодарного человека. Твой отец думал, как же построить тебе будущее, о котором ты сегодня даже не думаешь, о которых ты бросаешь сегодня в огонь, спешишь бросить их в огонь, называя их неверными людьми. И это путь посланника. И это путь посланника, о мой брат. Они те, кто делает белым то, что темно. И они те, брат, без которых светлое становится темным. Они те, брат, посредством которых все самое тяжелое становится легким. Они те, брат, без которых самое легкое для тебя будет самым тяжелым. Аллах говорит в Коране: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ كِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Аллах говорит в Коране, Аллах приказывает поклоняться Аллаху и наилучшим отношением относиться к ним. И если кто из вас настигнет их в возрасте
в старости. Не говорите им уф. Не говорите им уф. Не отдаляйтесь от них. И говорите только благо. Отпустите свое крыло смирения и скажи: о Господь, смилуйся над ними, как они воспитывали меня. И после таких аятов, братья, мы находим, что наши матеря ищут милости от нас, но находят черствые сердца, не говоря уже о слове уф. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И этим мерзким нравом не обладает никто, кроме того, кого Аллах оставил и бросил на растерзание шайтану. О мискин, разве ты не слышал слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Поистине довольство Аллаха в милости родителя, и гнев родителя — это гнев Аллаха. Валлахи, братья, лучшая милость — это наличие родителей. Лучшая милость в этом мире, братья, это наличие родителей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: благо на ваших взрослых. В другом риваяте приходит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: барака на ваших взрослых. Братья мои, мать, видение ее — это послушание. Разговор с ними — это приближение к Аллаху. Дуа за них — это барака в твоем доме. Один из предшественников плакал, братья, после того, как он похоронил свою мать. Он плакал возле ее могилы. Когда его начали успокаивать и просить, чтобы он перестал, он сказал: как же мне не плакать? О, мои братья, как же мне не плакать, когда одна из дверей рая закрылась передо мной? Как же мне не плакать? Братья мои, потеря матери — это рана, которую ты никогда не вылечишь. И не заживет в твоем сердце, и не загладит тебе эту рану ни твоя жена, ни твои дети. О, мои братья, остерегайтесь отдаляться от тех, кого вам завещал посланник Аллаха. Рассказывает один человек шейху эту историю. В один из дней мы пришли, говорит, с моей женой, чтобы пообедать в ресторан. И мы взяли свою мать с нами. Он говорит: я взял свою маму с собой, чтобы обрадовать ее. Когда они посидели, когда они закончили кушать, радости матери, близости со своим сыном не было предела и не знала границ в тот день радость его матери. Как говорит этот человек, он говорит: о, шейх, моя мать была смертельно больна. Моя мать очень сильно болела. И в один из дней, после этого случая, она спросила у него: о, сын мой, сколько же ушло в тот день на то, что мы поели? Посмотрите, братья, на наших матерей. За что они переживают? Даже таким неблагодарным людям, таким неблагодарным сыновьям, они тревожатся за их состояние. Он нас спрашивает:
О, сын мой, сколько же ушло в тот день? Я заклинаю тебя Аллахом, ответь мне. На что сын ответил и сказал: о, моя мать, в тот день у меня ушло 350 реалов. Но пусть это тебя не печалит. Я знаю, что я от этого не победнею. И этот человек говорит: мы не особо состоятельные люди, и мать знала мое плохое положение. Через несколько дней эта женщина уже сильно слегла. Когда она умерла, я, говорит, пошел, похоронил ее, вернулся в ее дом, сел на ее кровать и долго плакал. Я долго плакал. Когда начал собирать вещи, я обнаружил под подушкой записку. Записку, в которой были завернуты деньги. И там было написано: это деньги найду моему сыну Мухаммаду и его сыну и его семье. И там было 350 реалов. Это наши матери, братья. Имам Ахмад говорит: послушание родителям – это прощение больших грехов. Никогда, о мой брат, не превозноси над ней никого. Ни жену, ни своих детей. О мой брат, подумай, когда ты умрешь, кто будет болеть за тебя больше всего? Твоя мать или твоя жена? Клянусь Аллахом, твоя мать. Клянусь Аллахом, твоя мать. Только она одна будет тебе до конца верна. Ты умрешь, и, быть может, твоя жена выйдет замуж и забудет про тебя. А твоя мать, брат, она долгими вечерами будет плакать и вспоминать тебя неблагодарного. В то время, когда ты был мал, брат, ты нуждался в ней. И не было секунды, в которой бы она покинула тебя. Так почему, когда сегодня ей стало тяжело, и она нуждается в тебе, почему ты оставил ее, мой брат?